Сегодня Сыктывкарский строитель провел очередной матч Суперлиги России. На домашнем льду Эжинского стадиона принимали флагмана мирового хоккея с мячом «Московская Динамо». Несмотря на разницу в классе, сыктывкарцы сумели навязать борьбу именитым соперникам. Но в 20-й минуте неплохой шанс отличиться с пенальти получил Денис Горячев. Но с точки он пробил мимо. И тут же сработала известная спортивная примета. В следующей атаке гости открыли счет. Тут работает, наверное, закон. Не забиваешь ты, забивает тебе. Наверное, когда все-таки, я так думаю, что ребята бьют, они уже полностью расслабляются. Думают, тот человек, который бьет, что он забьет. И знаете, ты уже внимания не берешь. В этом компоненте, конечно, надо работать. И когда ты на поле находишься на 90 минут, это концентрация и внимание. В этом эпизоде, когда мы били пенальти и нам забили тут же в ответку, мы просто были как говорит, на раскайфовке, да? Не, ну так оно и было, ребят. Тут, я говорю, тут нельзя ни малейшего, ты ни секунды не можешь дать расслабляться себе, если ты уже выходишь на поле. Строитель сумел ответить еще до перерыва. На 32-й минуте Денис Лапшин сравнял счет в матче. Спустя минуту гости вновь вышли вперед, но тот же Денис Лапшин с углового восстановил равенство. На перерыв команды ушли при счете 2-2. А вот вторая 45-минутка прошла под диктовку бело-голубых. Гости сумели четырежды огорчить болельщиков строителя, добыв тем самым победу с убедительной разницей в счете 6-2. Второй тайм уже, я думаю, что Сыктывкара просто не хватило. Мы добавили немножко в темпе. И, конечно же, пару моментов мы решили за счет индивидуального мастерства. Это Бефуса и Иванова. Я думаю, что после этого игра закончилась. Поэтому, ребят, поздравляю с победой. Сыктывкар с хорошей игрой. Следующий матч Сыктывкарский строитель проведет на выезде. 20 февраля играем с Мурманом.